Далее мы на телеканале Якутия-24 вместе с коллегами расскажем о событиях в экономике, спорте, чрезвычайных происшествиях и других новостях. А пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар остановился на уровне 61 рубль 80 копеек, евро стоит 68 рублей 29 копеек. Выгоднее всех доллар покупает Россельхозбанк за 62 рубля 5 копеек, а продает банк АТБ за 62 рубля 60 копеек. Обмен евро сегодня выгоднее всего предлагает Россельхозбанк, покупает за 68 рублей 45 копеек, а продает за 69 рублей ровно. Ежемесячное пособие малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет, о котором заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, будет выплачиваться с этого года. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов во время прямого эфира в Инстаграм. Премьер рассказал, на данный момент республика ждет утверждения итоговой программы, после чего и начнутся выплаты. В любом случае, они начнутся в этом году, заверил Солодов. Напомним, чтобы семьи с невысоким доходом смогли получить выплаты на детей от 3 до 7 лет, им нужно подать документы до конца текущего года. Право на данную выплату имеют семьи, чей доход на человека ниже одного прожиточного минимума. В этом случае им положено пособие в размере половины прожиточного минимума ребенка. В Якутии такое пособие составит 8930 рублей. Далее новость для тех, кто ждет переселения. Теперь узнать, когда ваш дом будет расселен, можно на сайте. Об этом заявил председатель правительства Якутии Владимир Солодов в одной из соцсетей. На этом сайте можно узнать, как реализовывается программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Для того, чтобы дом попал в программу по переселению, нужно, чтобы он был официально признан аварийным. К сожалению, у нас большое количество таких домов по всей республике, отметил премьер. Адрес сайта сейчас вы видите на ваших экранах. Между тем, чистая прибыль дочек РЖД в прошлом году составила почти 100 миллиардов рублей. При этом отмечается, что ранее дочерние компании холдинга не получали такого количества доходов. Почти половину этой суммы принесла продажа компании «Трансконтейнер». Доходы головной компании холдинга РЖД от управления недвижимостью достигли более 14 миллиардов рублей. Дочерние компании получили прибыль от недвижимого имущества в размере 5 миллиардов. Историческим оказался объем выплаченных дочками дивидендов около 30 миллиардов рублей. Эксперты агентства S&P оценили влияние коронавируса на экономику Китая. Более подробную информацию расскажет моя коллега Ниргуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Ниргуяна, приветствую. На чем коронавирус отразился более всего? Сергей, согласно экспертам, распространение нового типа пневмонии в первую очередь отразится на индустриях развлечения, туризма и общепита. Это новости экономики в прямом эфире. Здравствуйте, в студии работает Ниргуяна Иванова. Минтруд России предложил выделить дополнительно 120 миллиардов 700 миллионов рублей на предоставление материнского капитала в 2020 году. Изначально на выплату материнского капитала закладывалось 316 миллиардов 200 миллионов рублей на текущий год. Увеличение средств предусмотрено с учетом поручения президента Российской Федерации Владимира Путина расширить программу мат-капитала на первого ребенка и повысить размер выплаты. Проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года. Валовой региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году. Индекс промышленного производства также отмечен ростом на 11,5%. Установлены рекорды в добывающей промышленности. Так, добыча газа увеличилась на 60%. Добыто 14 миллионов тонн нефти. В рейтинге по индексу развития человеческого капитала Якутия занимает первое место в округе и 6-е место в стране. С такими итогами на совещании глав дальневосточных регионов в Москве выступил глава Якутии Айсен Николаев. Он также добавил, что в целом прошлый год стал прорывным для республики в решении вопроса строительства Ленского моста как ключевого элемента северного широтного пояса. Кроме того, Якутия достигла показателей опережающего экономического роста, в том числе благодаря привлечению инвестиций.
Правительство республики предложило создать на базе авиакомпании «Якутия» специальную авиакомпанию для перевозок по Дальнему Востоку. Соответствующая просьба уже направлена в адрес федерального Минтранса. Отметим, что тема создания авиакомпании для подобных полетов обсуждается несколько лет. Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре прошлого года поручил внести предложение о создании специальной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также известно, что Аэрофлот предложил создать такую авиакомпанию на базе его дочерней «Авроры». Власти Якутии намерены привлекать лучших мировых экспертов при реализации проекта строительства автомобильного моста через реку Лену. При этом внимание будет уделяться также и местным подрядчикам. Об этом заявил глава якутского Кабмина Владимир Солодов. По его словам, ставка будет сделана на местных подрядчиков по очень многим направлениям, поскольку полностью привозить строителей со стороны это нецелесообразно. Он также назвал проект Ленского моста уникальным. Подобный проект ни разу не был реализован в мире, поэтому в его разработке примут участие российские и зарубежные разработчики. Компания «Алроса» произвела 38,5 миллионов карат алмазов в 2019 году. Это на 5% больше, чем годом ранее. Отметим, что основной объем добычи обеспечил Нюрбинский ГОК, который получил свыше 10 миллионов карат алмазов. Данный результат обусловлен четырехкратным увеличением добычи на Баотабинской трубке. В свою очередь, Удачнинский ГОК нарастил производство на 44% и за прошлый год извлек свыше 5,5 миллионов карат алмазов. Это удалось благодаря выходу на проектную мощность подземного рудника. Что касается Айхальского ГОКа, то по итогам года прошлого произошло сокращение объемов производства на 14%. Показатели сократились из-за снижения содержания алмазов в руде. Мирнинский ГОК также снизил производство алмазов на 28% до 3 миллионов карат. Это вызвано сокращением объемов добычи на трубке «Интернациональная» из-за сложных горно-геологических условий производства. В продолжение темы компания «Алроса» планирует восстановить рудник «Мир». В данное время компания проводит буровые работы для доизучения кимберлитовой трубки. Над проектом восстановления рудника работает институт Якут-Днепроалмаз «Алроса». Для этого компания провела международный конкурс, по итогам которого был найден оптимальный вариант. После буровых работ начнутся исследования полученных образцов кимберлита. В начале 2022 года геологи смогут сказать, какие запасы хранит в себе месторождение. По оптимистическим прогнозам специалистов, строительство нового рудника может начаться в 2024 году, а добыча алмазов в конце 2020-х годов. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, тебе слово. Нургуяна, спасибо. Это была Нургуяна Иванова с новостями экономики, а мы продолжаем выпуск. В социальных сетях распространяется ложная информация о возможном запрете весенней охоты на водоплавающую дичь в стране. Среди основных факторов указан коронавирус, зафиксированный в китайском городе Ухань. Информацию опровергли в Минэкологии Якутии. Каждый год специалисты ведомства проводят мониторинг состояния перелетных птиц из стран Тихоокеанского региона, которые выводят потомство в Якутии. Этот вопрос муссируется, но это недостоверная информация. У нас пока такой информации нет. У нас в Департаменте охотничьего хозяйства Российской Федерации тоже эту информацию опровергает, что такой запрет уже определен. Нет такого запрета пока, но непонятно, по приближении весенней охоты все равно вопрос может быть поднимут, и тогда будем конкретно отвечать, будет запрет или нет. В Верхневилюйске во время республиканских соревнований по волейболу, сидя, спортсмену из Мегина Кангаласского района стало плохо. Через некоторое время он умер. Об этом сообщает ЕСИЯ. Известно, что во время перерыва в матче между командами Мегина Кангаласского и Амгинского улусов участнику стало плохо. Продолжит тему мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Известна ли причина смерти? Да, здравствуй, Сергей. Сейчас причина смерти спортсмена выясняется. Спортсмену была оказана первая помощь, и в то же время была вызвана скорая. Ему провели реанимацию, но спасти его не удалось. Причины смерти станут известны 28 января после проведения судмедэкспертизы.
Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Волки задрали кобылу в Амгинском районе Якутии. На участке Олом-Кёль стая волков задрала кобылу из конехозяйства Николая Константинова. Всего фермер содержит более 200 лошадей. По словам конезаводчика, судя по следам, было 5 или 6 волков. Они задрали кобылу 4-5 дней назад в 1,5 километрах от избушки. Звери все съели, от лошади почти ничего не осталось, говорит он. Обнаружили это 25 января. Также он сообщил, что еще рядом с хозяйством есть 3 волка в стае и 1 хищник отдельно. Никого не трогают, но ходят вдоль речки по территории конехозяйства. Он добавил, что за волками проследили по следам. Выяснилось, что звери ушли в сторону Балугурского наслега Амгинского района по речке Кулюпчу. Информацию о хищниках передали местному охотнадзору. Николай Кузьмин отметил, что 3 года назад волки задрали у него 16 лошадей, и они очень опасаются. В Нерюнгри полицейские выявили очередную так называемую резиновую квартиру. Участковые установили 40-летнюю местную жительницу, которая за деньги зарегистрировала в своей квартире 3 иностранных граждан без намерения предоставить им это помещение для фактического проживания. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В Чурапчинском районе возбудили уголовное дело за подделку техосмотра. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Проведенная прокуратурой проверка выявила факт подделки диагностической карты технического осмотра автомобиля для последующего беспрепятственного оформления полиса ОСАГО. Установлено, что 33-летний житель села Чурапча продал местному жителю копию диагностической карты с внесением сведений о ней в единую автоматизированную информационную систему. Но фактически машина техосмотр не прошла, что не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. Уголовное дело возбуждено по статье «Подделка и сбыт официального документа». Прокуратура сообщает, что в силу требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств документ о техническом осмотре автомобиля является обязательным и необходим для заключения договора и выдачи полиса ОСАГО. Перейдем к происшествиям в других регионах страны. Мужчина оставил своих детей в московском аэропорту Шереметьево. По данным полиции, дети прилетели вместе с отцом из Хабаровска. Их обнаружили сотрудники аэропорта. Личность отца малолетних была установлена. Им оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней мужчина попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода. Перейдем к происшествиям в мире. В Гонконге жители одного из муниципальных жилых комплексов возмущены планами властей устроить рядом с ними изолятор для больных уханьским коронавирусом. Протестующие устроили в здании пожар. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Протестующие в Гонконге устроили пожар в здании, которое власти хотят использовать в качестве временного изолятора для заболевших уханьским коронавирусом. Это недавно построенный муниципальный дом, где никто не живет. Пожарные быстро потушили пламя, от которого пострадал только подъезд. На место прибыла полиция, по меньшей мере 1 человек арестован. Ранее сотни людей заблокировали улицы, ведущие к этому жилому комплексу, возмущаясь планами администрации превратить их квартал в карантинную зону. В воскресенье стало известно, что в автономии подтверждены 6 случаев заболевания. Правительству надо выбрать другой район, где больше свободного места. Не надо устраивать изолятор там, где живут люди. Боясь заразиться коронавирусом, местные жители все громче призывают власти закрыть границу с материковым Китаем, чтобы минимизировать риск. Администрация автономии заявила, что с понедельника запретит въезд жителям провинции Хубэй. Именно там находится эпицентр вспышки вируса – город Ухань. Не пустят в Гонконг также тех, кто посещал этот регион в последние 2 недели. По данным на утро 26 января, от коронавируса погибли 56 человек. Более 2000 заболели. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, ну а к этому часу у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Юра, спасибо. Это был Юрий Осипов. Ну а мы продолжаем и переходим к мировым новостям. В Индии отпраздновали День Республики. В столице страны прошел военный парад. В тот же день в штате Ассам прогремело несколько небольших взрывов. Подробности далее.
Индия отметила День Республики грандиозным военным парадом. По центральным улицам столицы страны Нью-Дели прошли танки и ракетные установки, а также противоспутниковый комплекс «Миссия Шакти». В прошлом году страна заявила об успешном испытании этого оружия, сбив спутник на околоземной орбите. В шествии также приняли участие кавалерия на верблюдах, пехота сикхов, гренадеры и парашютный полк. Во время авиашоу над головами зрителей фигуры высшего пилотажа продемонстрировали истребители индийских ВВС Су-30. В связи с праздником в стране были усилены меры безопасности. Но, несмотря на это, на востоке Индии в этот день прогремело несколько небольших взрывов. О пострадавших не сообщалось. Полиция подозревает местную группировку «Объединенный фронт освобождения Ассама», которая выступает за независимость штата Ассам. День республики отмечается в Индии с 26 января 1950 года, когда в силу вступила ее конституция. Основной закон был принят после того, как страна обрела независимость от Британии. От уханьского коронавируса погибли уже около 80 человек. По всему миру заболели более 2000, рассказывает Татьяна Гамозова. Число погибших от уханьского коронавируса возросло до 56, сообщило в воскресенье китайское центральное телевидение. Первый случай заболевания подтвердила Канада. Также заразившиеся на данный момент есть во Франции, Австралии, Малайзии, Южной Корее, США, Таиланде, Японии, Непале, Вьетнаме, Сингапуре и на Тайване. В ряде случаев симптомы проявились спустя несколько дней после прибытия человека в страну. Пекин с воскресенья отменил все автобусные рейсы в другие провинции. У пассажиров в метро проверяют температуру. Также по всей стране вводится запрет на торговлю дикими животными. Считается, что это от них вирус перекинулся к человеку. В Ухане, откуда распространилось заболевание, размещены солдаты. Город практически изолирован от контактов с внешним миром. Там срочно начали строить 2 новых госпиталя специально для заразившихся коронавирусом. Соединенные Штаты заявили, что эвакуируют из Уханя своих граждан чартерным рейсом. В России на этой неделе с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек в Иркутске, а также 7 граждан Китая, проживавших в гостинице в Москве. Однако российский Минздрав заявил, что подтвержденных случаев заболевания в стране нет. Капитан прогулочного судна стал свидетелем заплыва 2 кашалотов у берегов Калифорнии. Так близко к суше эти киты обычно стараются не подплывать. Пару спермацетовых китов, также известных как кашалоты, удалось заснять очевидцам у берегов Южной Калифорнии. Судно, на котором туристов вывозят на экскурсии, совершало в этот момент рейс из Ньюпорта к месту наблюдений за морскими животными. По словам капитана Райана Лоулера, киты плыли на расстоянии мили один за другим в нескольких километрах от побережья. Обычно кашалоты стараются не приближаться к суше, поэтому их так трудно увидеть. Взрослые особи этого вида достигают 15-20 метров в длину и весят десятки тонн. Продолжительность их жизни сравнима с человеческой. Они также известны тем, что могут нырнуть на глубину 2 или даже 3 километра и задерживать дыхание больше часа. Раньше эти киты были объектом промысла. К 80-м годам прошлого века они едва не вымерли и до сих пор относятся к уязвимым видам. Эксцентричный пианист дал концерт в воздухе. Вместе с инструментом его подняли на высоту 60 метров. Подробности у наших коллег. Ярко освещенный инструмент подвешен высоко в воздухе. Музыка эхом разносится над стройкой. В бывшем заводском районе Мюнхена необычный концерт. Композицию «Вертикальный рояль» исполняет швейцарский пианист Ален Рош. Прямо над головами у зрителей. Идея заключается в том, чтобы перевернуть правила, отфильтровать привычную визуализацию. Просто поставьте рояль вертикально и взгляните на него по-новому. Рош всегда играет на рассвете. По его словам, время суток очень важно. Тот магический момент, когда тьма переходит в свет, позволяет создать нужное настроение в аудитории. И музыканту это удается. Настоящее событие. Я в восхищении, но было страшно холодно. Я говорить почти не могу. Не знаю, как пианист умудрился еще двигать руками.
Я не хотел бы пропустить ни секунды. Чуть теплее было бы лучше, но в целом терпимо. Вероятно, это часть представления. Наверное, без холода не тот эффект. Особое значение, по словам артиста, имеет локация. Здесь, на месте бывшей пельменной фабрики, вскоре вырастет новый квартал с квартирами, офисами и концертным залом. Швейцарец не первый раз устраивает подобный перформанс. С 2013 года он гастролирует по Европе, выступая на стройплощадках и в промзонах, в сопровождении шума эскаваторов и тому подобных эффектов. Идем далее. Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» проводится в рамках одноименной акции. Сегодня, в день полного снятия блокады в Ленинграде, в школах России проходят уроки патриотизма. На одном из таких уроков присутствует и мой коллега Александр Хавренко. Саша, приветствую. Ждем от тебя подробностей урока. Приветствую, Сергей. Да, сегодня очень значимый, очень важный день. 27 января 1944 года блокадный Ленинград был полностью освобожден, была снята блокада. Этот день одновременно и радостный, и горестный, потому что мы прекрасно знаем, сколько людей, сколько судеб было сломлено, сколько людей погибло за время блокады. Но, тем не менее, блокада была снята, и именно сегодня в школах Якутии, в школах всей России проходят уроки патриотизма, где детям напоминают, детям рассказывают об этих страшных днях блокады и о той радости, которую испытали жители Ленинграда в день, когда эту блокаду наконец-то сняли. Урок патриотизма сегодня проходит в Якутской классической городской гимназии, где мы сейчас и находимся. Урок проходит у 9 класса, у 9 В. А давайте мы сейчас зайдем в кабинет и побеседуем с учителем истории, который, собственно, и рассказывает детям об этом очень важном дне. Да. Добрый день. Здравствуйте. Марина, расскажите, пожалуйста, что сегодня за урок, как он проходит и самое главное, о чем вы рассказываете детям? Ну, сегодня, в день 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, в день воинской славы, мы говорим с ребятами именно о том, что такой далекий город Ленинград, находящийся за тысячи километров, связал общей нитью судьбы и жителей Ленинграда, и даже жителей нашей республики. Мы сегодня говорим, обращаясь к страницам дневника якутянки Ксении Гаврилевой, которая волей судьбы оказалась студенткой театрального института и оказалась в те самые страшные первые дни в блокадном Ленинграде. Но действительно необходимость таких уроков очень большая, потому что ребята, которые сегодня обучаются в школе, должны знать о том, что судьба огромной страны действительно едина. Знать уроки истории вне даже школьной программы, потому что вот сегодня у нас, конечно, урок проходит вне нашей хронологии, которую мы изучаем на обычных уроках, но есть уроки истории, которые мы должны знать вне зависимости от того, действительно, к чему они относятся. Мы должны их знать все, обязательно, и как можно чаще говорить о них и передавать их из поколения в поколение. То есть это такой очень хороший вариант патриотического воспитания? Патриотического воспитания, ну и, конечно, я думаю, чувствами вряд ли какого-то такого вот равнодушия кто-то уйдет сегодня с урока, я в этом уверена просто. Спасибо большое. Ну вот, урок сейчас продолжится, и самое главное, что несет в себе эти уроки, это, конечно, память. Это чтобы дети, чтобы подрастающее поколение не забывало и помнила о тех ужасах, которые пережили жители блокады Ленинграда, и о той радости, которую они испытали в 1944 году, когда блокада была снята. На этом у меня пока все. Сергей, тебе слово. Ну, Александр, спасибо. Действительно, о таких событиях, как блокада Ленинграда, школьникам нужно помнить всегда. В новой версии законопроекта отражены конкретные требования президентского послания о финансировании обеспечения горячего питания за счет 3 источников – федерального, регионального и местного бюджетов. Уже с нового учебного года на бюджетные деньги будут питаться до 60-70% младшеклассников. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся по этому законопроекту возлагается на учредителей образовательных организаций. Как отметил министр образования Якутии Владимир Егоров, сейчас вопрос актуализируется. Предварительно с нового учебного
учебного года регион планирует обеспечить бесплатным питанием школьников начальных классов с 1 сентября этого года. Напомним, Владимир Путин в своем послании поручил выполнить данный вопрос к 2023 году. Также с 1 сентября текущего года классные руководители получат дополнительную денежную поддержку в размере 5000 рублей. Средства будут изысканы за счет федерального бюджета. Сейчас в российских школах насчитывается более 830 тысяч классов. В Якутии в этом учебном году более 9 тысяч педагогов, помимо преподавания уроков, являются классными руководителями. Их нагрузка и ответственность очень большая, начиная с воспитания школьников до соблюдения, заполнения журналов и работы с родителями. И с нового учебного года к зарплатам классруков прибавится еще 5000 рублей. Напомню, что о дополнительной поддержке и стимулировании работ классных руководителей рассказал в своем послании Госдуме президент Владимир Путин. В нашей республике эта поддержка имеется, но эта сумма несколько меньше. Начинается от примерно 920 рублей начисления, может достигать до примерно 4500. При этом размер выплаты зависит и от системы оплаты труда, которую сама образовательная организация принимает. И, соответственно, мы знаем, что 5000 рублей из федерального бюджета должны прийти уже прямо в неизменном виде, без начисления там северных и районных коэффициентов. А наши региональные, как сказал Владимир Владимирович, они должны остаться в полном объеме. Тем временем рейсовый автобус начал ходить в село Батамай Ленского района Якутии. Также регулярный автобусный маршрут организован в январе до села Мурья. По линии Ленск-Батамай курсирует 30-местный автобус. Рейсы совершают 2 раза в неделю, в пятницу и воскресенье. Стоимость проезда до Батамая в одну сторону 237 рублей, до Мурьи 85 рублей. Российские спортсмены заняли 3-е место в общекомандном зачете чемпионата Европы по шорт-треку. Соревнования завершились в Венгрии. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, сколько медалей в активе сборной России? Сергей, здравствуй. По итогам соревнований в копилке сборной России 1 золотая, 4 бронзовые награды. Возглавила зачет сборная Нидерландов, второй стала команда Венгрии. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России завоевала 5 наград на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования прошли в венгерском Дебрецене. Золото в копилку сборная принесла команда в составе Семена Листратова, Данила Ейбога, Дениса Айрапетяна и Павла Сотникова, победившая в эстафете на 5000 метров. Листратов также завоевал бронзовые медали в забегах на 500 и 1000 метров. Еще одну награду бронзового отлива взяла женская команда России в составе Екатерины Ефренковой, Эмины Малагич, Софьи Просверновой и Екатерины Константиновой, выигравшая эстафету на 3000 метров. В общем медальном зачете российская команда заняла 3-е место. Победу праздновала сборная Нидерландов, завоевавшая 8 наград. 2-е место заняли венгерские спортсмены, в активе которых 7 медалей. Российские фигуристы завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали на чемпионате Европы. Соревнования завершились в австрийском Граце. Записав в свой актив 10 медалей, россияне повторили рекорд сборной Советского Союза, который был установлен в 1987 году. На высшую ступень пьедестала чемпионата взошли Алена Косторная и Дмитрий Алиев, выступавшие в одиночном катании. В соревнованиях спортивных пар победу праздновали Александра Байкова и Дмитрий Козловский. У танцевальных дуэтов 1-е место заняли Виктория Синицына и Никита Коцапалов. Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех 4 дисциплинах впервые за 14 лет. Следующий чемпионат Европы пройдет в Загребе в 2021 году. Московский ЦСКА со счетом 3-0 победил Новосибирскую Сибирь в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги и гарантировал себе 1-е место в дивизионе Тарасова. В составе армейцев шайбы забросили Антон Слепышов, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. ЦСКА, ранее гарантировавший себе участие в плей-офф, продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 80 очков. В дивизионе Тарасова армейцы опережают ближайшего преследователя в лице Ярославского Локомотива на 22 очка. Команда 8-й раз в истории заняла 1-е место в своем дивизионе. В следующем туре ЦСКА сыграет с Владивостокским «Адмиралом», а Сибирь встретится с Рижским «Динамо».
Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный победитель Национальной баскетбольной ассоциации, американец Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Частный вертолет 41-летнего спортсмена разбился недалеко от Лос-Анджелеса. В результате крушения погибли 5 человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джианна. Напомню, Брайант завершил карьеру в 2016 году. В составе Лос-Анджелес Лейкерс он 5 раз становился чемпионом НБА. В 2008 году его признали самым ценным игроком ассоциации. На его счету 18 выступлений в матчах звезд. Брайант занимает 4-е место в списке самых результативных игроков НБА, имея в активе 33 643 очка. Футболисты Наполи выиграли у Ювентуса в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе победителей результативными ударами отметились Петр Зелинский и Лоренцо Инсинье. Единственный мяч гостей забил Криштиану Роналду. Наполи прервал победную серию Ювентуса, которая составила 5 матчей. Клуб из Турина продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 51 очко. Наполи благодаря этой победе поднялся на 10-ю позицию. На счету команды 27 пунктов. В следующем туре чемпионата Бианконери на своем поле сыграет с Фиорентиной, а неаполитанцы на выезде встретятся с Сампдорией. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» проиграл уфимской «Алге» в выездном матче 17-го тура чемпионата России среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 7-2. В составе победителей дубли оформили Фидан Низамуддинов и Дмитрий Большаков. По одному взятию ворот провели Айдар Хасанов, Виталий Зусько и Эльвин Батырдинов. У якутян дважды отличился Алексей Костенко. «Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 20 пунктов. «Алга» идет на 4-й строке, набрав 28 очков. В следующем туре «Заря» встретится с нижегородским «Оргхимом», а «Алга» сыграет с дублем московского клуба КПРФ. Обе игры пройдут 1 февраля. Да, идем далее. Вот детская команда мини-футбольного клуба «Заря», состоящая из игроков 2010 года рождения, примет участие во всероссийском турнире памяти заслуженного тренера страны Михаила Горы. Соревнования стартуют сегодня в Москве на поле футбольного манежа Чертанова. Ребята вылетели на турнир 3 дня назад. Накануне они сыграли 2 товарищеские встречи со сверстниками из команды Чертанова, в которых одержали 1 победу и сыграли в ничью. Сегодня в рамках группового этапа турнира юные футболисты «Зари» сыграют с соперниками из команд «Земляков» из Пензы и столичного «Локомотива». Итоги соревнований будут подведены 31 января. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Сергей, тебе слово. Власий, спасибо. Это был Власий Сергеев с новостями спорта, а мы идем далее. В этом году в Нерюнгри с середины осени выпало большое количество осадков. В настоящее время очистка главных дорог и внутриквартальных проездов, а также вывоз снега продолжаются. Жители в соцсетях не оставляют без внимания тему расчистки дорог. Некоторые недовольны тем, как идут работы. На связи из Нерюнгри наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, здравствуй. Расскажи о качестве расчистки улиц от снега и чем именно недовольны местные жители. Да, Сергей, здравствуй. Техника по расчистке улиц и вывозу снега сегодня работает в Нерюнгри и днем, и ночью. Однако есть недовольные нерюнгринцы, которых не устраивает то, что техника убирается ночью. Они объясняют это тем, что когда машина сдает задним ходом, вызывает звуковые сигналы, которые не дают спать. Также другие нерюнгринцы недовольны тем, что город расчищают днем. Это и мешает движению, нужно объезжать с определенных сторон. Сегодня же подрядчику установлен срок до конца января расчистить все улицы и вывести снег. Это вызывает некоторые затруднения в связи с тем, что снег выпало очень много, а подрядчик, это общество с ограниченной ответственностью грузоперевозки, не в полном объеме успевает это делать. И некоторые подъезды пока на некоторых подъездах пока не вывезен снег. Как это объяснил Антон Тишков, начальник отдела дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства города Нерюнгри, мы сейчас услышим. В этом году с октября по декабрь месяц выпало аномальное количество снега, и поэтому не справляются именно с вывозом снега. Если у нас очистка дорог производится относительно хорошо, то вывозку снега просто не успевают. На данный момент задействовано порядка 25 единиц техники в дневное время и порядка 4 единиц в ночное время.
для уборки снега. Сейчас вывозится снег, порядка каждый день 1500 метров кубических вывозится ежедневно. Это как с самих дорог, так и с внутриквартальных проездов. Вместе с тем мы видим, что все-таки работы ведутся, техника работает на самом деле и днем, и ночью, и поэтому, думаем, в ближайшее время все подъезды будут расчищены, и нерюнгринцы будут довольны качеством уборки улиц. Сергей? Да, Екатерина, спасибо. Мы тоже надеемся, что снег в Нерюнгри уберут очень скоро. А сейчас среднесуточная погода в крупных городах Якутии. В Алдане значительно потеплело, минус 10, ветер 3 метра в секунду, давление 699 миллиметров ртутного столба. В Ленске теплее на 1 градус, минус 9. Облачно, зато порывы ветра до 5 метров в секунду. В Мирном минус 13 по Цельсию, переменная облачность, давление 725 миллиметров ртутного столба. Ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. В столице Южной Якутии в Нерюнгри минус 22, ветер 2 метра в секунду, облачно и без осадков. И переменная облачность и ощутимое потепление сегодня в Якутске минус 30, ветер 3 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.